Здравствуйте, дорогие первоклассники! Сегодняшний урок музыки проведу я. Меня зовут Елена Наильевна, я учитель музыки гимназии номер 3. Колокольчик нам поет, всех на музыку зовет. Слышишь тонкий голосок? Нам пора начать урок. В добрый путь! Тема сегодняшнего урока – дом, который звучит. Вы спросите, какой это дом? Послушайте стихотворение Самуила Яковлевича Маршака. Подскажет вам это стихотворение. Народу-то народу, куда ни кинешь взгляд, по каждому проходу идет волна ребят. Сажают их на стулья и просят не шуметь. Но шум стоит, как в улье, куда залез медведь. Из длинного колодца, невидимо для глаз, то флейта засмеется, то рявкнет контрабас. Но вдруг погасли лампы, настала тишина, и впереди за рампой раздвинулась стена. И увидали дети над морем облака, растянутые сети, избушку рыбака. Внизу запела скрипка пескливым голоском, заговорила рыбка на берегу морском. Все эту сказку знали о рыбке золотой, но тихо было в зале, как будто он пустой. Очнулся он, захлопал, когда зажгли огонь. Стучат ногами об пол, ладонью о ладонь, и занавес трепещет, и лампочки дрожат. Так звонко рукоплещет 500 ребят. Ладони им не жалко, но вот пустеет дом, и только раздевалка кипит еще котлом. Это стихотворение вам подсказало, что мы пришли в музыкальный театр. Ребята более полувека назад в Москве свою детскую мечту осуществила известная писательница Наталья Ильинична Сац. Она создала первый в мире детский музыкальный театр. Эмблема этого театра – синяя птица на фоне арфы. Это символ мечты о счастье. В этом театре ребята могут увидеть оперы, балеты, симфонии. И если вы были внимательны, когда вы были в зале театра, то есть небольшое углубление перед сценой. Это оркестровая яма. Там размещается целый симфонический оркестр. Чтобы зрители не отвлекались на музыкантов, а следили за происходящим на сцене, таким образом скрывают симфонический оркестр. Давайте мы с вами угадаем некоторых персонажей. А для того, ребята, кто умеет различать песни, танцы, марши, открыты двери в музыкальный театр. Сейчас вы прослушаете фрагмент из спектакля, и мы с вами прохлопаем ритм, чтобы вам подсказать, к какому жанру относится этот фрагмент. Слушаем.
Вы, наверное, догадались, что это знаменитый марш из произведения Петра Ильича Чайковского. Правильно, балет «Щелкунчик». Послушайте, пожалуйста, следующие фрагменты из этого балета. Здесь настроение уже другое. Сменился темп. Музыка звучит стремительно, живо, весело. Да, это танец. Называется он галоп. Дорогие первоклассники, я предлагаю вам следующий спектакль. Родион Константинович Щедрин написал замечательную музыку к сказке «Конек-горбунок». Это единственное произведение писателя Петра Павловича Ершова. Во время учебы в университете он написал эту сказку и осмелился показать Александру Сергеевичу Пушкину. А вы знаете, он самый великий сказочник. Когда Пушкин прочитал сказку Ершова, он воскликнул: «Теперь этот труд сочинений можно мне и оставить». С такой похвалой он отнесся к сочинению юного поэта. Потом, спустя много лет, Ершов стал директором гимназии, училища. И одним из его учеников, ребята, стал будущий химик Дмитрий Иванович Менделеев. Сейчас мы прослушаем с вами фрагменты из спектакля «Конек-горбунок». Будьте внимательны. Как вы думаете, ребята, в каком музыкальном спектакле могут звучать такие фрагменты? Правильно, это тоже балет. Итак, мы услышали с вами танец золотых рыбок и марш царя Гороха. Вы обратили внимание, какие интонации выбрал композитор для того, чтобы немножко посмеяться над этим глупым царем? Дорогие ребята, вы знаете, что есть такой композитор, которого называют музыкальный сказочник. Очень много опер он написал на сказочные сюжеты. Одна из них – «Былина», Садко. Этот герой никогда не расставался со своим любимым инструментом – гусли. Сейчас мы с вами прослушаем фрагмент. И вы обратите внимание, в каком жанре будет звучать эта музыка. Что композитор отобразил? Сон по бережку ходил, дрема по лугу, и сон искал.
мой тростничок, шитый бранный положок. Не колышься, мурава, зелена да шелковна, сердце вещение мое полонило песнь его. Вы успели обратить внимание, ребята, что интонации в этом фрагменте плавные, нежные. И это песня. В опере она называется «Колыбельная». Вы замечательно послушали музыку. Теперь настало время немножко отдохнуть. Встаньте, пожалуйста, под музыку мы придумаем движение. Движение – это здоровье. Учені, пані скушені, я рад bych vám teď podotknout, nikdo z vás nemá tušení, že v tanci stojí malý úl. Z něj každé ráno vylej tato včelka Maja, naša kamarádka včelka Maja. Zavidět výšku, které vidí svět, a potom vypráví nám potom včelka Maja. Malá uličnice včelka Maja, máte křidly včelka Maja. Maja, 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 zasmížíte si nás. Попав в далекие края, там, где играет свет и тень, случайно встретил пчелку я, и это был счастливый день. А как тебя зовут, она сказала, Майя, и в мире пчелки нет такой, как Майя. Прилетай скорей. Почему все дружат с ней? Она всегда приносит свет и радость моя. Она всегда придет на помощь моя. Майя, все мы любим Майю. Майя, 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 прилетай скорей. Майя, все мы любим Майю. Майя, 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 прилетай скорей. Зум-зум-зум-зум, зум-зум-зум-зум, зум-зум-зум-зум. Сум-сум-сум. Молодцы, ребята! Вы хорошо подготовились, потому что сейчас мы будем с вами участниками оперы. Мы выучим заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». Послушайте, пожалуйста, мелодию песни. Теперь попробуем со словами. Бом-бом-бом-бом, пляшет муха с комаром, а за нею клоп-клоп, сапогами том-том. Следующую фразу послушаем. Она звучит помедленнее. Стрекоза-щеголиха с муравьем танцует лихо, саму
громко бьет в барабан. Соединим две фразы. Приготовились? Бом-бом-бом-бом, пляшет муха с комаром, а за нею клоп-клоп, сапогами топ-топ. Стрекоза щеголиха с муравьем танцует лихо. Сам усатый таракан громко бьет барабан. Давайте, ребята, еще раз повторим, чтобы уже не останавливались. Все дружно? Бом-бом-бом-бом, пляшет муха с комаром, а за нею клоп-клоп, сапогами топ-топ. Стрекоза щеголиха с муравьем танцует лихо. Сам усатый таракан громко бьет барабан. Продолжаем. Тарарам, тарарам, заплясала машкара, веселится народ, пляшет, песни поет, хвалит смелого лихого удалого комара, хвалит смелого лихого удалого комара. Повторим еще раз этот фрагмент под музыку. Заплясала машкара, веселится народ, пляшет, песни поет, хвалит смелого лихого удалого комара, хвалит смелого лихого удалого комара. И остался заключительный фрагмент. Вы уже слова знаете. Все дружно вместе. Бом-бом-бом-бом, пляшет муха с комаром, а за нею клоп-клоп, сапогами топ-топ. Пляшет бабочка шалунья, машет крылышком и грунья. Пчелка с плошкой обнялись, словно ветер понеслись. И финал, ребята. Нынче муха-цокотуха, именинница. Нынче муха-цокотуха, именинница. Вы выучили песню, заключительную в опере «Муха-цокотуха». Попробуем ее спеть сначала до конца. Бом-бом-бом-бом, пляшет муха с комаром, а за нею клоп-клоп, сапогами топ-топ. Стрекоза щеголиха с муравьем танцует лихо. Сам усатый таракан громко бьет в барабан. Тарара, тарара, заплясала машкара, веселится народ, пляшет, песни поет, хвалит смелого лихого удалого комара, хвалит смелого лихого удалого комара. Бом-бом-бом-бом, пляшет муха с комаром, а за нею клоп-клоп, сапогами топ-топ. Пляшет бабочка шалунья, машет крылышком и грунья. Пчелка с плошкой обнялись, словно ветер понеслись. Нынче муха-цокотуха, именинница. Нынче муха-цокотуха, именинница.
Недаром дети любят сказку, ведь сказка тем и хороша, что в ней счастливую развязку уже предчувствует душа. Сейчас мы с вами выучим финальный хор из оперы Мариана Коваля «Волк и 7 козлят». Давайте вспомним, как же зовут наших героев. 7, 7, 7 козлят. Весело, весело, весело шумят. Весело всезнайки, весело бодайки, весело топтушки, весело болтушки, весело мазилки, весело дразнилки. Ну, давайте, братцы, прыгать и бодаться. Послушайте, пожалуйста, мелодию. 7, 7, 7 козлят. Весело, весело, весело шумят. Весело всезнайки, весело бодайки, весело топтушки, весело болтушки, весело мазилки, весело дразнилки. Ну, давайте, братцы, прыгать и бодаться. Все дружно, ребята, вместе с музыкой. 7, 7, 7 козлят. Весело, весело, весело шумят. Весело всезнайки, весело бодайки, весело топтушки, весело болтушки, весело мазилки, весело дразнилки. Ну, давайте, братцы, прыгать и бодаться. 7, 7 козлят. Весело, весело, весело шумят. Дорогие первоклассники, сегодня вы побывали в удивительном волшебном мире музыкального театра. Мы с вами узнали много персонажей, узнали, какие спектакли бывают в этом театре. Чтобы сказки не обидеть, надо их почаще видеть, прочитать, нарисовать, полюбить и в них играть. Сказка всех отучит злиться, а научит веселиться, быть добрее и скромнее, терпеливее, мудрее. Я надеюсь, что вы в домашнем задании отобразите собственную афишу, придумайте, нарисуйте. Я желаю вам всего самого доброго и буду с нетерпением ждать встреч с волшебницей музыкой. Успехов вам в учебе, всего самого доброго!